Форум является площадкой для диалога молодых исследователей, представителей власти и предпринимателей. Всего участников от 3 регионов Енисейской Сибири более 100 человек. 20 экспертов оценивают работу студентов, а также сами показывают мастер-классы. В этом году представляем Хакасский госуниверситет. 12 проектов с собой привезли. У нас интересные проекты есть в турпродуктах, представляющие тематику именно Хакасского региона. У нас есть проекты в ветеринарии, которые направлены именно на лечение сельскохозяйственных животных. Ветеринарные разработки очень активно используются на условиях лицензионных соглашений. Мы их внедряем в практическое применение. Проекты форума представлены по 6 направлениям. Студенты ТУВГУ в направлении агротехнологий и инноваций в сельском хозяйстве представили программно-аппаратный комплекс учета поголовья скота с использованием радиочастотной идентификации. Также есть проекты в пищевой промышленности. Это и изготовление кондитерских изделий с применением национальных молочных продуктов и мясные деликатесы с использованием дикоросов Тувы. Вот, например, копченая колбаса из говядины и свинины. Мы вместо обычных специй туда добавляем тавакулча. Продукция отличается уникальными вкусовыми качествами, так как при его приготовлении с применением добавляют наши молочные национальные продукты. Аржу, чокбек, таваталган, чингетара, наши местные сливки. В области экологии и рационального природопользования студент Хакасского государственного университета представил проект снижения жесткости воды с помощью каменного угля. Целью нашего проекта являлось разработать такой материал, который будет способен эффективно снижать жесткость воды с помощью сульфирования либо нитрования. По итогу мы получили эффективность более чем на 30%. При наименьших затратах материала. Студенты 2-го курса ТУВГУ представили проект застройки жилого района с применением энергоэффективных технологий. В проекте были задействованы ветровики, ветряные мельницы. За счет них можно получить энергию, что тоже является энергосбережением. Солнечные коллекторы рассчитаны только на 4 общественных здания, которые выполнены в форме юрты. Также студенты представили проекты в направлениях медицина и здравоохранение, культурно-образовательные инновации и турпродукты регионов. Победители межрегионального форума «Инновации-2022» получат поддержку для реализации своих инновационных проектов. Айдана Хаулы, Буян Оюн, София Сая, Тува 24.